Друзья, у нас на связи по скайпу исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Республики Молдова, господин Петру Маковей. И с господином Маковеем я предлагаю поговорить о компании, или не знаю, как ее назвать. Сейчас мы с господином Маковеем определимся, что с этим делать. Да, вот компанию, которую некоторые активисты в Гагаузии, в частности, ведущие ГРТ, запустили под лозунгом «Руки прочь от ГРТ», обвиняя, в частности, меня и обвиняя Ассоциацию независимой прессы в попытках закрыть общественного телерадиовещателя АТО Гагаузии. Господин Маковей, здравствуйте, слушатели в студию. Добрый день. Вы вообще сами как бы слышали об этой компании, и что вы можете сказать о попытках закрыть общественную телерадиокомпанию ГРТ? Есть такая попытка, нет такой попытки? Разъясните, пожалуйста. Да, конечно, я об этом слышал. У меня есть коллеги, знакомые в Гагаузской автономии, которые, конечно же, мне об этом сказали. Я читал, перечитывал, пытался понять, так и не понял. Может быть, авторы этих постов скажут нам, о чем идет речь, о каких таких сборах подписей, потому что там утверждается, что кто-то собирает подписи для закрытия общественного телевидения в Гагаузии, что является фейком. Никаких таких подписей никто не собирает и не может собирать, потому что есть закон, кодекс о телевидении и радио, где прописано существование двух радиовещателей, которые финансируются из бюджета. Это на национальном уровне Телерадио Молдова и на региональном уровне это Гагаузское радио и телевидение. То есть все это, опять же, желание высосать из пальца какое-то, я не знаю, какую-то сенсацию, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Повторюсь, никто не собирает подписей, никто не хочет закрытия ГРТ. Я в любом случае, наша ассоциация не хочет этого, но мы хотим, чтобы гагаузское общественное телевидение и радио стало вновь общественным. Потому что ситуация, которая сейчас складывается, я говорю в частности о телевидении, потому что знаю ситуацию. Мы занимаемся мониторингом этого телевидения и понимаем, я каждую неделю я просматриваю отчет о мониторинге и удивляюсь тому, насколько некоторые журналисты общественной телерадиокомпании, которые получают зарплаты, напоминаю, из денег всех налогоплательщиков региона. Это не люди, которые получают деньги от, я не знаю, Петрова или Васечкина, неважно, как он называется. Это люди, которые получают деньги из общественного бюджета за деньги налогоплательщиков и должны понимать это. К сожалению, у меня складывается не то, что я понимаю и абсолютно убежден, что последние несколько месяцев, к сожалению, гагаузское телевидение перестало быть общественным телевидением. Я бы даже сказал, что она находится на стадии захвата со стороны некоторых местных политиков, которые пытаются использовать этот рупор для продвижения своих интересов, в первую очередь в рамках кампании за выборы Башкана Гагаузии, но и не только. Сейчас идет большая борьба между местными гагаузскими политиками с национальными властями, и они пытаются через рупор общественного телевидения влиять на умы жителей региона. И то, что политики это делают, это нормально. Политики всегда этим занимались и занимаются во всех странах. То, что делают журналисты, некоторые журналистки телерадио Гагаузия, мне непонятно, я не приемлю такого подхода, особенно, повторюсь, когда речь идет об общественном телевидении и радио. Мы уже не говорим о том, что, и это тоже является огромной проблемой, то, что общественное телевидение не освещает войну России против Украины никоим образом. Очень редко в новостях появляются какие-то обрывочная информация относительно этой войны, и то не прямо о войне, а косвенно, которая касается этой войны. Но тот факт, что жители не получают информации, это проблематично. И еще хуже то,
что местные политики используют эту телекомпанию для дезинформации. Хорошо, просто внести ясность тем, кто нас смотрит, откуда вся вот эта вот, откуда растут ноги, откуда вот эта вся истерия. Там был пост Нины Демоглы, она сейчас стала ведущей ГРТ, потом был аналогичный пост у Виктора Петрова, местный, ну, а-ля меценат, ну, который, по сути, имеет политические амбиции, и вся эта благотворительность, ну, с моей точки зрения, это пиар-акция для продвижения политика. И еще один там новоиспеченный друг ГРТ, некий Петрович, если не ошибаюсь, патриот, который ходил по школам и рассказывал про сталинскую битву, да, в разгар войны в Украине. Так вот, они сделали пост, что якобы кто-то пытается закрыть ГРТ или призывает к закрытию ГРТ и собирает подписи. По сборам подписей они имели в виду ту самую декларацию, которую по инициативе АПИ, Ассоциации независимой прессы, вашей ассоциации, выпустили несколько организаций в поддержку, в частности, солидаризации со мной. И в связи с тем, что вот передачу нам коллеги показали, там, в принципе, 57 минут уделили тому, чтобы там очернять меня, клеветать меня и, в общем, всякими нехорошими словами меня обзывать. Я бы не хотел сейчас обсуждать эту передачу, как бы я по ней высказался, и тем более это конфликт интересов. Но вот вы сказали очень хорошую вещь. Вы видели результаты мониторинга. Скажите, пожалуйста, что показывает мониторинг? Это единственный случай, когда журналисты ГРТ переходят черту деонтологии и законодательства, нарушают законодательство? Или вы наблюдаете аналогичное поведение в ряде других случаев? Нет, к сожалению, это не единичный случай, и это касается в основном ток-шоу. Речь сейчас не идет о новостях мы можем поговорить отдельно. У меня есть масса претензий как журналисту и как человеку, который разбирается в том, что является медиа и что должно быть общественным медиа. У меня есть масса претензий к новостям. Но если говорить о ток-шоу, есть очень большая попытка манипулирования общественным мнением через эти передачи, на которых, как правило, приглашаются люди, которые говорят одно и то же мнение. Как правило, мнение очень критичное в отношении, допустим, центральных властей, и это не является проблемой. Сам факт критики в адрес любых властей, местных или региональных, огромной проблемой является, что в этих передачах отсутствует плюрализм представления мнений. Это обязанность, которая есть в Кодексе о телевидении и радио. Это даже не деонтология, не журналистская этика, хотя это тоже очень важно. Но это обязанность, которую все телевидение и радио имеют через Кодекс о телевидении и радио. Как правило, как можно осуществить этот плюрализм? Потому что журналисты гагаузского телевидения могут ссылаться на то, что к ним не ходят на передачи оппозиционеры. Во-первых, я не думаю, что это так. Я видел случаи, когда по приглашению гагаузского телевидения и депутаты парламента от правящей партии участвовали в этой передаче, но даже если нету оппонента, то есть в рамках теледебатов или, я не знаю, какого-то ток-шоу не существует альтернативного мнения, сам ведущий этого ток-шоу должен стать носителем этого альтернативного мнения, чтобы люди понимали, что речь не идет о том, что только об одной точке зрения на какую-то проблему. На ГРТ, к сожалению, очень часто, я не обобщаю, потому что есть и случаи хороших, объективных, равноудаленных, можно сказать, телепередач, но некоторые телепередачи, ведущие некоторых ток-шоу, они, в принципе, высказывают свое мнение. Очень понятно, телезрителю понятно невооруженным взглядом, что сами телеведущие являются сторонниками каких-то конкретных позиций. Допустим, позиции против правительства или против президента Санду, или против Европейского Союза, за Россию и так далее. То есть эти позиции, они видны через поведение самой журналистки во время этого ток-шоу, и это является проблемой. Хорошо, вот вы говорите, что журналисты, с одной стороны, вы говорите, что плохо, что они показывают свое мнение и свою позицию.
С другой стороны, вы говорите, что если журналистка или ведущая ток-шоу ГРТ пригласила кого-то, допустим, с парламента, и там в этой передаче участвует только этот представитель, депутат парламента, ну, допустим, тот же Уазун Антой или Дам Перчун, да, их пригласили, они единственный гость в студии, там сидит ведущая. Вы говорите, что ведущая должна каким-то образом своим поведением, своими вопросами как бы создавать тот самый баланс для того, чтобы не был перекос мнений. Вот с одной стороны вы говорите, что она не должна демонстрировать свою позицию, с другой стороны вы говорите, что она должна не допускать перекоса мнений. Как в этом случае быть? Да, я себе ни в коем случае не противоречу, потому что таким образом журналистка или журналист не высказывает своего мнения. Он просто дает аргумент или оппонирующий аргумент гостю, который есть в студии, для того, чтобы показать, что это не единственное мнение в обществе, что есть люди, которые выступают за, и есть люди, которые выступают против. Журналист не дает свое мнение, но таким образом показывает, что есть и альтернативные мнения в обществе. Кроме этого, Михаил, мне кажется очень важным, что, к сожалению, своим поведением некоторые ведущие ГРТ на этих ток-шоу, они, в принципе, подчеркивают или продвигают некоторые фейки, которые есть в нашем обществе. Допустим, скандальная ситуация, которая высосана тоже из пальца относительно кампании ЛГБТ в школах. И было однозначно заявлено, и всем было понятно, кроме, наверное, некоторых телеведущих ГРТ, что это не было государственным заказом, что Министерство просвещения никоим образом в этом не участвовало. Но, вне зависимости от этого, были случаи, когда журналистки своим поддакиванием или формой, которой задавали вопросы, они, в принципе, оставляли понимать, что это действительно так оно было. Или это ситуация, которая мне тоже кажется отчасти не совсем, которая кажется мне искусственной, об противостоянии между властями Камрата и Кишинева. Да, эта ситуация есть очень многие вопросы, которые с одной стороны и с другой, но постоянное настаивание ведущих на этой проблеме без аргументации соответственной показывает тот факт, что некоторые ведущие пытаются, по большому счету, эту тему использовать для того, чтобы манипулировать общественным мнением. То есть вы имеете в виду, что есть позиция властей Гагаузии, в частности Башкана, исполнительного комитета, которая настаивает на том, что у нее противостояние с Кишиневым и у нее, ну, скажем так, у нее постоянная критика в адрес Кишинева, и ГРТ присоединяется к критике Башкана, критикуя Кишинев дальше, или как? Они, в принципе, берут мнение властей в данном случае и выдают их как за истину, что не является... Властей Гагаузии вы имеете в виду, да? Властей Гагаузии. Да. Вот именно. Вот кроме этого, если позволите, мне кажется, очень большой проблемой состоит в участии председателя Координационного совета господина Влаха, который является очень частым гостем на ГРТ, в том числе, как активист, как они его представляют, хотя общеизвестно, что он является организатором антиправительственных протестов, он является, в принципе, политически ангажированной фигурой. И он свои выступления он основывает очень часто на каких-то фейковых нарративах и непонятных спекуляциях относительно того, что делает и что не делает нынешняя власть, что делает, что не делает Украина, Европа и так далее. Огромной проблемой стало, когда общественное телевидение по непонятным мне лично причинам решило дать в прямом эфире брифинг этого Михаила Влаха, а потом еще в вечернем выпуске новостей дала большую новость без того, чтобы дать реплику людей, которых он обвиняет, именно господина Влаха. В передаче, о которой мы говорили, где вы, Михаил, являлись, обсуждалось в кавычках ваше личное дело, тоже господин Влах участвовал, и мне кажется, это является доказательством того, что господин Влах использует свое служебное положение, свой статус председателя наблюдательного совета ГРТ для того, чтобы влиять на издательскую политику
ГРТ. Напомню, и согласно национальному законодательству, и согласно местному законодательству, ГРТ является независимым средством массовой информации, должно быть таким. И любая попытка влиять со стороны политиков, а господин Влах является политиком, хотя он, наверное, скажет, что это не так, но он по форме своих действий и по месседжам, которые он продвигает, он является, в принципе, пытается быть одним из местных больших инфлюенсеров и политиков. Любая попытка влиять на издательскую политику общественного, повторюсь, и буду повторять это много раз, общественного телеканала является однозначно незаконной. И мне кажется, что Народное собрание должно об этом подумать. Во-первых, мне кажется, что нынешний состав наблюдательного совета однозначно не справляется со своей миссией, а нынешний председатель вообще использует свое положение. Именно поэтому мы в своем заявлении молдавских неправительственных организаций потребовали, чтобы он был отправлен в отставку. Хорошо, вот вы вначале упомянули такую очень важную вещь, что как бы вы чувствуете, что телевидение, региональное общественное телевидение или общественный телерадиовещатель, по большому счету, захвачено определенными политическими силами. Да, и это как бы, по-моему, даже тут и они не скрывают этого. И используют... У меня такое ощущение, что как бы ГРТ, общественное телевидение, люди, которые сейчас управляют ГРТ, используют демократию, используют свободу слова. И за наши деньги, за деньги налогоплательщиков, для того, чтобы подорвать ту самую свободу слова и подорвать ту самую демократию. Особенно учитывая их позицию в отношении войны в Украине, солидаризацию с Россией, которая, в принципе, объявила такой крестовый поход против демократии в Восточной Европе и вообще в мире. Да? Как этому противостоять? То есть, как бы, опять же, возвращаясь к вопросу, они, конечно, раздувают тему, что ГРТ хотят закрыть, но у меня такой вопрос, как быть с этим, как уживаться с этим, и стоит ли вообще уживаться с той ситуацией, когда политические силы наглым образом захватывают бунт публика, то есть общественное достояние, и используют их в своих целях. Я уверен, что это в первую очередь это проблема гагаузского общества. Люди, которые платят налоги в бюджет Гагаузии, должны задаться вопросом, которые задавались вы, Михаил. Почему за публичные деньги какой-то политик должен использовать ресурс, то есть и зарплаты, которые платят журналистам, и какие-то технические составляющие этой компании, которая является общественным благом, почему кто-то должен использовать для продвижения себя и своей компании. Я уверен, что ситуация только ухудшится в следующие месяцы, потому что политическое противостояние в Гагаузии перед выборами Башкана только нарастает, и разные политические течения будут только тянуть из этой кампании каждый в свою сторону, как в той басне, которые, каждый тянули в свою сторону. И тут, во-первых, это проблема гагаузского общества, и гагаузское общество должно на это отреагировать, потому что это касается основ того, как люди в Гагаузии будут получать информацию сейчас и в дальнейшем. Если люди Я с вами не согласен. Я с вами не согласен, господин Маковей. Объясню почему. Потому что сейчас в Гагаузии серьезного противостояния политического абсолютно нет. Вы сами упомянули, что ГРТ продвигает позицию Ирины Влах. Ирина Влах сейчас пустилась в избирательную кампанию на национальном уровне. И там вы увидите больше нарратива, который продвигает Ирина Влах. И они как бы берут его за чистую монету и продвигают дальше. И это уже проблема молдавского общества, потому что общественное, этот самый бун публик, да, или общественное достояние используется в национальной избирательной кампании. А ГРТ это не просто региональное телевидение, а у него там 13-я кнопка или 23-я кнопка в Молтелекоме или, по-моему, даже в Старнете. То есть они фактически вещают на всю страну. Как с этим быть? Мы с вами, Михаил, не противоречим друг другу. Мы говорим о одном и том же, но только с разных углов зрения. Мне кажется, что сейчас, учитывая, опять же, и все, что я сейчас не прокомментирую,
госпожа Димогла или другие люди, которые начали эту псевдокомпанию «Руки прочь от ГРТ», могут опять же использовать в своем посыле, что, мол, кто-то собирается позариться на общественное благо Гагаузии. Я именно поэтому считаю, что гагаузское общество должно давать больше прессинга на общественную телерадиокомпанию, это раз. Во-вторых, мне кажется, это огромная проблема, на которую который должен обсудить очень серьезно, должно обсудить Народное собрание. Повторюсь, с нынешним составом наблюдательного совета входить в избирательную кампанию с таким поведением наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета, входить в избирательную кампанию, это будет чревато тому, что это телевидение будет в дальнейшем использовано в политических целях некоторыми кандидатами, а это однозначно повлияет на демократию самих предстоящих выборов. И это огромная проблема для наших коллег из гагаузского телевидения и радио, из ГРТ. Я знаю, что там есть некоторые коллеги, после нашей декларации у меня были дискуссии с некоторыми из них, которые тоже возмущены ситуацией на ГРТ. Я думаю, что коллектив должен противостоять этим попыткам, во-первых, использовать телевидение и самих журналистов для политических целей, во-вторых, чтобы, в принципе, такого образа действий, такими действиями они только нарушают принцип самого общественности публичного телевидения. Я уже не говорю о том, что есть некоторые люди, которые пришли сейчас работать на ГРТ, и вопреки тем же деонтологическим нормам, где очень четко прописано, что работа журналиста никак не должна быть связана с работой политического, каких-то агитации политической или с каким-то аффилированным политиком. А у нас, мы говорили с вами о людях, которые были кандидатами в депутаты от некоторых партий, а сейчас являются ведущим ток-шоу на общественном телевидении. Но это Нина Димогла, кандидат от партии ШОР, сейчас является ведущей на ток-шоу. Вот именно. И, конечно же, эта проблема, я соглашусь с вами, это проблема и Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова. И я очень рад, что КСТР после нашей декларации начал мониторинг именно вот этой передачи, потому что эта передача была верхом использования общественных частот. А частоты являются общественным тоже благом. Использование частот для каких-то своих целей, для того, чтобы свести счеты с неугодным. В данном случае это были вы, но завтра это может быть кто-то другой, какой-то другой активист из Гагаузии, и этого допускать нельзя. Ну, давайте возьмем выше, как бы ГРТ сводит счеты с противниками Ирины Влах, как бы, да, постоянно, извините за сленг, наезжая на депутатов от правящей партии и всех, кто не угоден, как бы это мы видим. Избирательная кампания запущена, и мне кажется, это уже очень серьезно. Вот эта вся история обретает очень серьезный оборот, мне кажется. Согласен с вами. Господин Маковей, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Я так понимаю, что эта ситуация будет иметь продолжение, поэтому ваши комментарии нам очень понадобятся. Спасибо большое. С удовольствием, да. Всего доброго. До свидания. До свидания.